Многие говорят о Европе как об отдельном континенте или о большой стране. Но есть ли у Европы своя официальная столица? У самой части света, конечно же, нет. В Европе много стран со своими городами-столицами. А вот у Европейского Союза есть, и этот город, ставший символом европейской интеграции и содружества, находится в Бельгии. Это ее столица – Брюссель. Предлагаю начать знакомство с центром управления Европы прямо из его сердца – Бельгии. Брюссель, как, впрочем, и вся Бельгия, это необычный город. В силу того, что он расположен между Францией и Нидерландами, здесь говорят на двух языках. Фламандском – это диалект нидерландского языка, и валлонском – диалект французского. Соответственно, в зависимости от распространенности языков, страна делится на Фландрию и Валлонию. Сам Брюссель символизирует собой единение этих двух культур и языков, которые гармонично сосуществуют в этом городе. Его название имеет фландрийское происхождение и буквально переводится как «поселение на болоте». Расцвет города приходится на начало XIX века, когда в результате революции образовалось Бельгийское королевство со столицей в Брюсселе. Кстати, и сегодня форма правления в Бельгии – федеральная парламентская демократия во главе с конституционным монархом. Бельгия официально является королевством, и, конечно же, у любого королевства должен быть свой дворец – официальная резиденция королевской семьи. По стечению обстоятельств, после Второй мировой войны Брюссель начинает принимать все большее мировое значение. В 1958 году здесь образовывается Европейское экономическое сообщество, а вслед за этим сюда из Парижа переезжает и главный штаб НАТО. А после образования Европейского Союза в 1993 году Брюссель становится политической столицей Объединенной Европы. С архитектурной точки зрения, Брюссель – это яркий представитель смешения как национальных культур, так и исторических эпох. Здесь можно встретить здания во французском, голландском, немецком стилях, равно как и современные постройки, символизирующие общеевропейскую культуру и экономическое развитие. Неудивительно, что самая красивая площадь Европы находится именно в Брюсселе. Добро пожаловать в Брюссель, столицу Бельгии, и начинаем мы знакомство с городом с его главной площади Гран-Пляс. Центральная площадь Гран-Пляс – это самое сердце города. Она имеет форму правильного прямоугольника, по сторонам которого находятся главные архитектурные достопримечательности. Городская ратуша со своей элегантной дозорной башней, напротив которой располагается не менее известный дом короля, а по бокам различные дома бывших гильдий 17 века. Эти красивые дома на главной площади города имеют свое название, например, дом Роза, дом Лебедь, дом Звезда, дом Короля и очень многие другие. Днем эта площадь служит театром для цветочного рынка, а вечернее освещение делает ее по-настоящему волшебным местом, где часто проходят концерты классической музыки под открытым небом. Особый шарм это место приобретает в канун Рождества и Нового года. Городская ратуша – это одно из самых старинных зданий Брюсселя и одно из самых красивых творений готической архитектуры Бельгии. А это, друзья мои, собор Сен-Мишель-де-Гюдюль, один из основных соборов Брюсселя. Очень напоминает Нотр-Дам-де-Пари.
час расходятся в разные стороны маленькие уютные пешеходные улочки, красивые ухоженные дома, милые кафе и, конечно же, вкуснейшие бельгийские вафли с бельгийским шоколадом. Вафли и шоколад – это вообще отдельная достопримечательность и гордость Бельгии. Кстати, о вафлях. Здесь их два вида. Те, что имеют квадратную форму – брюссельские, а более округлые – льежские, по названию города Льеж, где их стали впервые производить. Также немного отличается и рецепт их приготовления. В Брюсселе каждый сладкоежка найдет вафли на свой вкус. Ну а этот вкус я ждал с самого момента покупки билетов в Бельгию. Конечно же, бельгийские вафли с шоколадом. То же самое можно сказать и о шоколаде. Ведь последние десятилетия путешественники со всего света спорят, чей шоколад лучше – бельгийский или швейцарский. У каждого свои предпочтения, но могу сказать, что тем, кто любит слаще и нежнее, подойдет бельгийский, а вот любителям эталонной классики – швейцарский. В Брюсселе настоящий культ этого лакомства. Буквально на каждом шагу вы найдете бутики с шоколадом, где у вас будут разбегаться глаза от ассортимента. Но благо владельцы шоколадных фабрик – люди не жадные, и в любой торговой точке вы сможете сначала попробовать любой вид шоколада и купить именно тот, который понравится вам больше всего. С чем ассоциируется у вас Бельгия? Лично у меня с шоколадом. Конечно же, это страна, которая подарила всему миру шоколад. И, собственно, на каждом шагу ты можешь его попробовать. Это волшебно. Это очень круто. А вот и главная достопримечательность и символ города – это писающий бронзовый мальчик, который установлен в 1619 году. Никто не знает реальную историю возникновения этого персонажа, но наиболее правдоподобная версия звучит так. Однажды один из богатых горожан во время народных гуляний потерял в толпе своего единственного сына. Он нашел его спустя 5 дней на пересечении городских улиц, когда тот мальчик делал то, что делает и поныне. Примечательно, что этот памятник обладает одним из самых богатых гардеробов, поскольку уже 300 лет право преподнести ему очередной костюм является большой честью. Впоследствии, в более позднюю эпоху, компанию этому памятнику составила писающая девочка, а также писающая беспородная собачка, которая олицетворяет собой современную мультинациональную культуру страны. Брюссель действительно живет традиционной европейской жизнью. Здесь популярны открытые рынки выходного дня, где можно не только купить всевозможные фермерские продукты, но также выпить и плотно пообедать. Не только Франция, но и Бельгия умеет варить вкусные сыры. И праздничная ярмарка – лучшее место, чтобы их попробовать. Самые богатые – это рождественские рынки. В этот период многие страны Европы организовывают в Брюсселе свои национальные экспозиции и знакомят жителей и гостей города со своей культурой и кухней. Опытные туристы знают, что в Бельгии очень популярен картофель фри. Она, собственно, и считается родиной этого блюда. Здесь и по сей день популярны небольшие заведения быстрого питания, где подают картофель фри с разнообразными соусами и приправами. Бельгия родина картошки фри, ее тут можно найти на каждом шагу. Бельгийская кухня вобрала в себя лучшие кулинарные традиции близлежащих стран – Германии, Нидерландов и Франции. При этом региональная гастрономия разительно отличается друг от друга. На севере отдают предпочтение морепродуктам и овощам, на юге – свинине, говядине и дичи. Практически ни одна трапеза в Бельгии не обойдется без свежего теплого тоста с нежнейшим паштетом из дичи и карамелизированным луком. Продолжаем пробовать бельгийские специалитеты. И на обед у нас тушеный кролик и гребешки по бельгийскому рецепту. Ну и, конечно же, никуда без картошки фри. Бон аппетит! Ну и логично, что еще одним достоянием Бельгии является ее пиво. Оно здесь очень качественное,
А отличительная особенность – добавки в виде меда, вишни, пряностей и даже риса. Брюссель – столица Европейского Союза, и он стал домом для Европейского парламента и других организаций Европейского Союза. Но, как мы уже говорили в начале выпуска, Брюссель – это политический центр Европы, и все главные штаб-квартиры расположены здесь. Для этого был специально создан Евроквартал. Здесь расположены 3 основные организации, которыми управляется весь Европейский Союз – Европейский парламент, Еврокомиссия и Совет Европы. Также здесь есть представительства каждой из стран ЕС. Все они в обязательном порядке расположены в этом районе города. Если в Брюсселе находится Европарламент, то, конечно же, Еврокомиссия будет находиться именно здесь. Здания организации Европейского Союза выполнены в современном стиле, в основном из стекла и железа. Отличительная особенность данных организаций в том, что все надписи, названия и документы здесь дублируются на всех официальных языках стран-участниц ЕС, которых на сегодняшний день 27. Исследовав Брюссель, мы направимся в столицу Западной Фландрии, город Брюгге. Брюгге считается самым красивым и живописным городом Бельгии. Каналы, подобно паутине, струятся по городу, напоминая Венецию. Знакомьтесь, дорогие друзья, это город Брюгге, столица Фландрии, Бельгия. Этот город славится своими каналами и очень уютными домами. Этот город усеян очаровательными булыжными мостиками, кирпичными арками, каменными церквями и уютными площадями. Вся эта красота наполняет этот город волшебством. Весь средневековый центр Брюгге прекрасно сохранился до наших дней и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город просто создан для прогулок пешком. Любители романтики могут совершить увлекательную прогулку по каналам города. Это один из лучших способов познакомиться с пусть и небольшим, но сказочным Брюгге. Брюгге славится своими уютными двориками, в которых находятся такие милые кафешки. Сегодняшний день в Брюгге мы решили начать с традиционных мидий, конечно же, картошки фри и пива, которые варят именно в этом заведении. Первое место, куда обычно попадает турист, это центральная площадь города, которую местные называют Grote Markt, что в переводе с фламандского означает «рыночная». Здесь расположен один из главных соборов города, над которым возвышается колокольня. А на самой площади практически никогда не останавливается торговля. Позади меня находится еще одна достопримечательность Брюгге. Это базилика Святой Крови, где находится частичка крови Иисуса Христа. Среди знаменитых религиозных сооружений Брюгге – Церковь Святой Крови Христовой, название которой дала привезенная в XII веке крестоносцами со Святой Земли реликвия. Церковь находится близ главной городской площади Grote Markt и может показаться незаметной по сравнению с нарядным фасадом ратуши, одного из старейших административных зданий Средней Европы. Сейчас здесь расположена мэрия города. Собор Богоматери в Брюгге с башней 122 метров. Здесь находится скульптура Микеланджело «Дева Мария с младенцем». Позади меня собор Святого Сальватора, собор с башнями и известными картинами.
Брюгге также известен традиционным производством кружевов и бриллиантов. И, конечно же, здесь можно найти множество сортов своего регионального пива, которому в городе посвящено множество магазинов-музеев. Ни для кого не секрет, что лучшее пиво в мире бельгийское, а Брюгге является пивной столицей Бельгии. Касаясь темы пива, то здесь его бесчисленное множество. И если в магазине меньше 20 сортов, то человек имеет право обратиться за защитой прав потребителей. Приезжая в Брюгге, стоит знать о его музеях и площадях, соборах и церквях, увидеть их и сохранить в своем сердце. Но помимо этого, важно помнить, что Брюгге сам по себе и есть главная достопримечательность. Здесь каждая улица и каждый дом имеют огромное значение, притягивают взгляд и очаровывают. Здесь приятно идти, куда глаза глядят, смотреть по сторонам, не упуская ни одной детали, читать надписи на табличках старинных зданий, любоваться каналами и отражениями цветастых домов и жженого кирпича. Вот что значит увидеть Брюгге. Бельгия – это маленькая, но удивительная страна, ставшая домом для большой Европы. Здесь удивительно гармонично сосуществуют разные языки и культуры, туристы и местные жители. Здесь принимаются важные политические решения и пишется современная история. Но несмотря на всю важность для Большого Союза европейских государств, Бельгия продолжает жить размеренно, спокойно, никуда не торопясь.